Доброе утро, уважаемые телезрители! В эфире национальной вещательной компании «Саха» передача «Новый день». В последующие минуты вы узнаете много интересной и полезной информации. В студии работает Власий Сергеев. Ну и по традиции в начале эфира давайте обратимся к прогнозу погоды. Итак, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра в центральных улусах температура воздуха плюс 18, плюс 20. Днем ожидается плюс 26, плюс 28. Заречье плюс 18, плюс 20 утром и днем плюс 26, плюс 28. Южные улусы плюс 13, плюс 15 в 6 часов утра, ну а днем плюс 23. Вилюйские улусы плюс 13, плюс 17 утром и плюс 26, плюс 27 днем. Нижнеленские улусы утром плюс 16, плюс 17, днем плюс 25, плюс 26. Западные улусы плюс 14, плюс 16 утром и плюс 22, плюс 25 днем. Колымо-Индигирские улусы утром плюс 7, плюс 16, ну а днем ожидается температура плюс 8, плюс 19. Янские улусы плюс 9, плюс 13 утром и днем плюс 11, плюс 18. Северо-западные улусы плюс 6, плюс 18 утром и днем плюс 8, плюс 25. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха 11 градусов, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Днем ожидается плюс 27, плюс 29 градусов. Друзья, каждый из нас периодически сталкивается с тем, что нужно выступить перед аудиторией. Это может быть доклад в школе, защита диплома или же презентация проекта на работе и многое другое. О том, как справиться с волнением и грамотно управлять вниманием аудитории, нам расскажет эксперт по публичным выступлениям, коуч Анна Викторовна Яковлева. Анна, доброе утро! Доброе утро! Ну что ж, если говорить об ораторском искусстве, да, а именно если сузить тему, говорить о выступлении перед аудиторией, вот в чем же заключается успех? Здесь очень много, можно говорить, приятных вещей, но самое главное – это ваш настрой. Вот, Власий, вы сейчас вышли, у вас голос бодрый, вы настроились, и вы очень хорошо говорите. Мы начали анализировать, да, мою работу уже. Ну, хорошо, вот голос бодрый, несмотря на то, что раннее утро, да, хорошо начинать день с хорошим настроением. Но вот если человек волнуется, да, чувствует то, что на него направлено очень много взглядов, вот какие вот трюки можно вот использовать, чтобы как-то справиться с этим? Ну, кроме настроя и хорошего настроения, это, конечно, высокая самооценка. То есть нужно быть уверенным в себе. Да, когда вы каждое утро, вот вы так делаете или нет, подходите к зеркалу и говорите: «Я самый лучший человек на этой земле». Да, а что же делать, если не удастся с собой договориться и убедить себя? Вот, это один из приемов снятия волнения, страха, когда мы себя настраиваем на выступление, и у нас всегда есть выбор: выступать хорошо, уверенно или не выступать. Второй момент – это наше дыхание. Вот вы когда-нибудь использовали дыхание? Нет, дыхательных упражнений вот у меня никогда не было, нет опыта в этом. Ну вот сейчас даже мы можем с вами сделать. Мы делаем глубокий вдох через нос. Давайте попробуем. И выдох через рот. Еще раз вдох и еще раз выдох. Это перед и выступлением. Вот даже когда человек на сцене, он может совершенно спокойно, тихонько, незаметно подышать. Потому что вы волнуетесь, адреналин бурлит в крови, хочется чего-нибудь такое сделать, у кого-то в голове мысли путаются, да, поэтому адреналин нужно обязательно убрать. Вот. Ну и третий момент, кроме того, что мы снимаем волнение, страх, а таких приемов очень много, это подготовка.
Мгм. Если мы с вами проанализируем ситуацию, как готовятся великие, что делают великие, возьмем, например, Стива Джобса. Да? Знаете, кто такой Стив Джобс? Да, конечно, в курсе. Вот. Стива Джобса было 3 фишки. Первая фишка – это хороший зрительный контакт. Даже когда человек волнуется, да, он смотрит на людей. В зале все равно есть тот, кто вас поддерживает, правильно? Вы на него смотрите, вам становится легче, волнение уходит. И вот этот вот зрительный контакт, вот эта вот уверенная речь, плюс хорошая подготовка и плюс хорошая поза. Вот у меня сейчас открытая поза, да, у вас тоже открытая поза. Многие наши участники, кто выступает, да, вы видели, как они закрываются, так закрываются или так закрываются, или вообще сейчас руки сзади, например, да, позами досмотра, руки внизу, там прикрывают самое такое место, которое боятся потерять, вот. И все это приводит к тому, что человек не выступает так, как он того хочет. А ведь успех, он же просто так не приходит, его же надо тренировать. Вспомните ливерпульскую четверку Битлз, вспомните известных футболистов, спортсменов, баскетболистов, наших даже вспомните людей. Вот известный Арсен Томский, да, создатель индрайвера. Он же тоже к этому успеху долго шел. Вот кто знает, что он заикается, а он эту ситуацию преодолел. И он шел к ней 14 лет. Кстати, он тоже был у меня на тренинге, в самом-самом начале, на первом тренинге он у меня был. Поэтому все зависит от нас, чего мы хотим. Вот мы хотим этого достичь, значит, мы должны заниматься, еще раз заниматься, работать над собой. Я предлагаю своим участникам, своим клиентам, во-первых, практиковаться. Вот, например, посмотрели они эту передачу, посмотрели, как вы выступаете, да? Посмотрели, как я говорю, посмотрели Путина, посмотрели Арсена Николаева, и для себя сделали выводы. Вот эти вещи классные, я у них возьму, да? А какие-то вещи, там, может быть, жесты-паразиты есть, да? Может быть, жесты-паразиты, вот, прическу мы поправляем, может быть, какие-то отстранения от темы, стержня нет, я это не возьму. И чем больше человек анализирует, плюс, чем больше он практикует, он постоянно растет. Вот. И с этой точки зрения хотелось бы рассмотреть подготовку. Вот у нас с вами есть презентация очень хорошая, да? Да, у нас есть, вот подготовили материал, давайте нашим зрителям продемонстрируем нашим телезрителям. Да, и вот мы видим вот такую схему, да, и вот расскажите, вот что из себя представляет вот данная схема. Вот смотрите, она не случайно называется модель подготовки риск. Да? Это значит, мы должны предусмотреть все риски. Когда я иду, вот сейчас, например, на прямой эфир, или я иду на другое выступление, на совещание, я должна обязательно посмотреть, кто будут мои слушатели. Вот. И здесь очень хорошо все записано. Кто передо мной будет сидеть, мужчина или женщина, это тоже играет роль. Соответственно, какие-то определенные примеры пойдут женщинам, да? Какие-то примеры пойдут больше мужчинам. Женщины очень эмоциональны. И, соответственно, лучше хороших таких ярких примеров. Мужчины логики в основном. Поэтому здесь должны быть четкие цифры, какие-то таблицы, чтобы убедить мужчин. Вот. Социальный статус играет роль. Отношения, которые между участниками. Кто будет передо мной? Все они одного уровня или по социальной иерархии они разные. Руководитель или подчиненные, или все подчиненные, например. Дальше очень важно, что они знают. Вот перед школьниками вы рассказываете одно, перед всей страной вы рассказываете другое. Здесь уже идет общеупотребительный язык, вот с которым мы сейчас с вами разговариваем, Власик. Если, допустим, перед школьниками какие-то такие сленговские словечки, чтобы быть к ним ближе. Вот. Стиль общения у нас в основном идет это демократический. Иногда, если мы ближе все-таки к аудитории, это уже разговорный. И основное внимание, если это переговоры, мы уделяем тому и смотрим на того, кто принимает решение. Вот. И когда мы готовимся к выступлению, обязательно смотрим, будем мы говорить о политике или нет. Вот сегодня мы с вами о политике говорить не будем. Отношения к религии тоже мы не будем затрагивать, извините, уважаемые зрители. Уровень дохода сейчас нас не интересует, потому что мы все стремимся к успеху. Этнический состав тоже мы не затрагиваем, но смотрите, иногда человек выступает, и он может каким-то словом обидеть. Это важно.
И, естественно, ожидания наших слушателей. Насчет вот как раз вот этой вот информации. Для меня, например, второй пункт играет большую роль. Это вот ниже, да, контекст, где у вас доска там нарисована. Что тут... сейчас идет за мероприятие? Да, тут уже не аудитория, а уже эфир. все обстоятельства остальные, да? Вот мероприятие, да, прямой эфир. Угу. Вот, расстановка мебели. Например, готовясь к эфиру, я сажусь, чтобы меня было видно, чтобы хорошее было освещение, чтобы все было в фокусе внимания. Но единственное, что я сейчас нахожусь полменя. Вот это меня смущает, потому что я обычно стою, и мне удобнее говорить, чтобы видели меня, мои жесты, мою позу. Она тоже имеет определяющее значение. Вот, помещение. Вот у вас в студии, например, очень красиво, да, очень уютно. Хочется смотреть эту студию. Единственный момент, это надо сидеть как-то красиво вот на этом пуфике. Потому что на вас смотрят зрители, и если вы не так как-нибудь сядете, вы можете попасть в неловкую ситуацию. Да? Соответственно, раз вот у нас мебель такая, мы выбираем какую-то определенную одежду. Это брюки, ни в коем случае это не шорты, чтобы не обидеть зрителей. И принят этикет, это длинная рубашка, рубашка с длинным рукавом. Да? Вот я не вижу вашей рубашки. А вот у меня рубашка с длинным рукавом, но подвернуты рукава. Формально они длинные рукава. Но вот смотрите, все-таки это демократический ближе стиль. Если был официальный стиль общения, да, у вас бы еще был галстук, и рукава были бы спущены. Да? Вот, хорошо. Демократический стиль мы обозначили. Ну, расстановка мебели у вас там все хорошо. И по времени у нас с вами буквально там еще осталось 7 минут, да, я смотрю по времени. Да, даже меньше 7, да, можем вот пробежаться по оставшимся вот пунктам. Это у нас результаты изменения, вот. Да? И мы когда готовимся, например, 3 минуты выступления, обычно люди готовятся 3 часа. Ну, нормальные люди. Вот. А если, допустим, у тебя выступление большое, то оно гораздо меньше затрагивает по подготовке. Вот когда я себе пишу тему выступления, сразу же я пишу цель. И у нас есть вот такая вот штучка, называется результат. Да? Результат – это важная вещь, потому что вы не просто вышли на сцену, вы должны рассказать какую-то полезную информацию. И слушатели должны узнать для себя что-то новое. Ну, например, вот наши кандидаты в депутаты, когда они выступают, они очень часто затрагивают самые проблемные ситуации вот этого района. И, соответственно, кто сильнее на это упор сделает, тот и побеждает. Они говорят, вот такая ситуация, например, дороги плохие, да, у нас в городе, лужи, там, грязь, пыль. Вот. И, соответственно, мы вам это все сделаем, и слушатели думают, отлично. И когда мы начинаем нашу речь, мы можем прийти к 5 разным концовкам. Да? Первое, вот у нас с вами концовка, это информационная концовка. То есть мы просто рассказываем информацию, мы ни к чему не призываем. Вторая концовка, может быть, это как раз убеждение. Ну, например, у меня какая-то хитрая цель, я хочу вас призвать, сказать, Власик, приходите ко мне на тренинг, например. Следующая концовка. Здесь уже добавляются разные такие вот параметры, как агитационные речи. Ну, например, воодушевить. Вот была бы грустная какая-то ситуация, я бы вам сейчас рассказывала анекдоты по ораторскому мастерству. Или, например, я бы вам рассказывал какие-то истории, связанные с ораторским мастерством. Здесь добавляются разные вещи. То есть слушатели не просто так сидят, они должны послушать и выполнить какое-то действие. И как любая цель, она идет и несет несколько направлений. Она должна быть реальная, она должна быть достижимая, вот, и принести какой-то им результат, чтобы они знали, к чему идти. И, наконец, последнее. Что у нас там было последнее в презентации? Ну, о целях мы уже поговорили, и сейчас я, к сожалению, таблицу вот не вижу, но какие-то итоги, полагаю. Да. Вот здесь вот важно, что останется в голове у наших слушателей. О чем они будут беспокойны, к чему они придут. Когда мы выступаем, мы обращаем внимание на многие моменты. Но наша подготовка, наш результат, он всегда качественным образом отражается на нас. Вот вы сейчас программу отведете, и, наверное, вы себя проанализируете, правильно? Да, обязательно. Вы будете уже по-другому смотреть на многие вещи. Да, и я вот
думаю, что, конечно, действительно наши телезрители посмотрели, да, вот нашу передачу, послушали ваше выступление. Я уверен, что они сделают для себя какие-то определенные выводы. И вот как раз, если говорить об изменениях, я очень надеюсь, что наш с вами диалог внесет самые полезные изменения. Анна, мы благодарим вас за то, что нашли время и поделились своим богатым опытом с нами, с нашими телезрителями. Ну а мы, дорогие друзья, идем далее. Мир спорта продолжает возвращаться к привычному режиму работы. А это значит, нам есть о чем вам рассказать. Мы подготовили обзор спортивных новостей. Давайте же посмотрим. Международная ассоциация легкоатлетических федераций намерена полностью исключить Всероссийскую федерацию легкой атлетики, если она не выплатит штраф в размере $5 миллионов до 15 августа. Напомним, на ВФЛА был наложен штраф за фальсификацию документов прежним руководством во главе с Дмитрием Шляхтиным по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. В случае невыплаты задолженности российские спортсмены потеряют право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Если же ВФЛА выполнит обязательства, то до 10 спортсменов из России смогут выступать в соревнованиях под эгидой World Athletics. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет поединок с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером. Об этом заявил российский спортсмен. Уточняется, что бой пройдет в апреле 2021 года. Последний раз Нурмагомедов выходил на октагон 7 сентября 2019, когда защитил титул в поединке с американцем Дастином Порье. Всего на счету 31-летнего россиянина 28 побед и ни одного поражения. В активе бывшего чемпиона UFC в полусреднем и среднем весовых категориях 39-летнего Сен-Пьера 26 побед и 2 поражения. Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим футболистом Тинькофф российской премьер-лиги сезона 2019-2020. Победителя в номинации выявили главные тренеры и капитаны клубов чемпионата, эксперты средств массовой информации, а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов. В минувшем сезоне РПЛ Дзюба провел 28 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 13 результативных передач, став лучшим ассистентом сезона, а также поделив первое место в списке лучших бомбардиров со своим одноклубником Сердаром Азмуном. Перейдем к событиям нашего региона. Воспитанник якутского детского футбольного клуба «Пульс» Артем Соколов, ныне выступающий в составе московского клуба «Чертаново» в юношеской футбольной лиге России, попал в топ-30 самых дорогих игроков мира 2003 года рождения. Авторитетный портал «Трансфермаркт» оценил стоимость 17-летнего полузащитника из Якутии в 200 тысяч евро. В ЮФЛ по этому показателю Соколов занимает 4-е место. Напомним, якутянин в минувшем сезоне стал чемпионом лиги и лучшим игроком сезона. Республиканский турнир по национальному многоборью Кубок чемпиона на призы Ивана Белолюбского станет отборочным этапом в финальную часть игр Дыгына. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Соревнования на призы семикратного победителя главного республиканского турнира по национальному многоборью планируется провести с 8 по 9 августа на стадионе Туймада без зрителей на трибунах. Друзья, таковы главные спортивные новости к этому часу. Ну а мы продолжаем тему спорта. В этом сюжете мы говорили об Артеме Соколове, о воспитаннике якутского футбольного клуба «Пульс», который буквально вчера играл на Мархинских грунтовых полях, ну а сегодня покоряет вершины в составе юношеской сборной России по футболу. А во второй части эфира мы будем говорить об успехах Артема Соколова и других ребятах, ну и, конечно же, о «Пульсе». Мы подготовили сюжет об этой команде. Давайте посмотрим. В детском футбольном клубе «Пульс» занимаются порядка 100 детей, разбитых на 7 возрастных групп. Занятиями руководит заслуженный тренер республики по футболу Василий Ивочкин. В активе «Пульса» имеются победы не только на республиканских соревнованиях, но и на всероссийских турнирах. Так, в 2015 году команда в возрасте до 13 лет стала победительницей фестиваля «Кожаный мяч». Костяк того «Пульса» состоял из мархинских ребят Артема Соколова, Никиты Фурина и Кирилла Королькова. В итоге после громкого успеха все трое попали в ведущие футбольные академии, начали играть в юношеской лиге России. Будущие звезды футбола с теплотой вспоминают своего первого тренера, открывшего им путь в большой спорт. Большой вклад в меня внес, потому что он меня взял вообще маленьким, потому что тогда даже еще не было набора по моему возрасту, а он меня взял и, так сказать, и прогадал, получается. Я желаю якутским парням, которые занимаются футболом, конечно, поставить себе цель и двигаться к ней. Я рад и горжусь тем, что я играю за ФК Краснодар и вызывался в сборную, но тем самым моя мечта еще не сбылась. Главный урок, который дал мне Василий Викторович, это то, чтобы я был злее.
Минувший сезон особо успешным получился для Артема Соколова. Якутянин, играющий на позиции полузащитника в московском Чертаново, стал победителем турнира, получив право представить страну в юношеской лиге чемпионов. Помимо этого, Артем был признан лучшим игроком сезона ЕФЛ, забив 5 голов и сделав 3 ассиста в 13 матчах. Благодаря уверенной игре уроженец Мархи регулярно вызывается в юношескую сборную России. Артема я уже знаю очень продолжительное время, потому что я работал до сборной в Чертаново и видел его игру. Постоянно он был на виду, был один из, так скажем, игроков креативных, которые думают, играют на поле. Сомнений никаких не было, что этот игрок будет одним из, наверное, такой градообразующим в этой сборной. В составе национальной команды Артем Соколов сыграл 25 матчей, в которых забил 11 голов, в том числе 2 мяча в ворота сборной Швейцарии в заключительной игре первого раунда отбора юношеского чемпионата Европы. Благодаря этому дублю российская команда одержала победу и вышла в следующий раунд с первого места своей группы. В скором времени для ребят начнется новый сезон, а это значит, их ждут новые вызовы и победы. Ну а «Пульс» под руководством Василия Ивочкина продолжит воспитывать будущих звезд большого футбола. Друзья, прямо сейчас с нами на связи заслуженный тренер Республики Саха-Якутия по футболу, человек, открывший путь в большой спорт Артему Соколову и другим ребятам, Василий Викторович Ивочкин. Василий, доброе утро. Доброе утро. Да, ну что ж, посмотрели мы сюжет, озвучили главную информацию, да, то, что у нас Артем Соколов вошел в 30-ку самых дорогих игроков мира 2003 года рождения. Также он признан лучшим игроком ЕФЛ, попадает в юношескую сборную России, что самое главное, конечно. Ну и другие ребята, конечно, Никита Фурин, выступающий в Краснодаре, попадал также в символическую сборную, да, первого круга ЮФЛ. Это тоже достижение очень хорошее. Кирилл Корольков продолжает выступать за «Торпедо». Все эти ребята родились и выросли в Мархе, как я помню, да? Да, они все мархинские, у некоторых даже прописка до сих пор мархи. Поэтому это ребята. Да, и отсюда, конечно, вытекает сразу вопрос, Василий Викторович, как же так получилось, что сразу 3 парня, да, которые играли-то в одном составе, добились таких высот, и все они родом из Мархи? Но я сам думаю, наверное, тяжело как-то объяснить такую ситуацию. Но, скорее всего, наверное, стечение обстоятельств, что такие мальчишки подобрались в одной команде. Ведь мало иметь хорошего тренера, нужно иметь способности. То есть у них родители, да, которые им передали гены эти спортивные, скажем так. Ну и попали они все в одну команду. И наша команда в тот момент как раз была наиболее развивающимся детским клубом. Мы много выезжали по соревнованиям, на соревнования, и это принесло свой результат, скажем. Ну, я знаю то, что все ребята продолжают активно общаться с вами, и не только с вами, но и с вашими нынешними воспитанниками. Когда приезжают в Якутск, обязательно принимают участие в тренировочном процессе, продолжают, да, общаться и с ребятами. Ну и давайте пробежимся, да, собственно, по нашим героям, вкратце о каждом. Артем Соколов, например, больше всего мы говорим о нем, потому что результаты, конечно, самые серьезные. Ну, Артем, скажем, наиболее такой способный мальчишка, талантливый, да. Он очень техничный у нас мальчик. И технико-тактической точки зрения его выделяет именно техника. Тактическая подкованность. Сейчас он уже в своем клубе в новом прибавил в тактике. Но плюс он сейчас начал расти физически. И всегда его отличало умение оперативно мыслить, то есть быстро принимать решения в различных игровых ситуациях. И он такой у нас, скажем, мальчик-вундеркинд с хорошим ударом, с 2 ногами, причем очень техничный и быстро думающий. Такая краткая характеристика. Причем он может играть практически на любой позиции. Но центральная зона, конечно, это его позы. Ну, конечно, случайных людей в юношеской сборной России не бывает, да, как говорится. И мы знаем то, что есть у нас информация, да, о том, что Артема Соколова пригласили в главную команду Чертанова. Если он играл раньше в юношеской футбольной лиге, то в следующем сезоне он может быть задействован в играх футбольной национальной лиги.
И вот отсюда вопрос, что же касается Лиги чемпионов, собственно, клуб же получил право представить Россию в следующем сезоне в главном молодежном турнире клубном. Ну, мы вот с Артемом недавно общались, и получается, у них изменения в главной команде их Чертанова, вот, которой чуть-чуть не хватило, там, чтобы выйти в РПЛ. Они остались в ФНЛ. У них ушел главный тренер, и он с собой забрал 8 человек с основной команды, получается, в крылья Советов самарские. И поэтому руководством Чертанова было принято решение Первушина, тренера, вот, получается, команды юношеской, поставить главным тренером основной команды. Ну, естественно, он тех игроков, на которых он рассчитывал в сезоне, своих молодых, он забрал с собой. Артем, получается, должен был выйти уже вот в первом туре, но он получил небольшую травму, поэтому он сейчас пока не тренируется, залечивает травму, но идет очень быстро на поправку. Парень молодой, говорит Василий Викторович, ну, наверное, во втором туре уже выйду, ну, в крайнем случае в третьем. То есть тренер на него рассчитывает, и увидим мы его, скорее всего, в играх ФНЛ. Будем за него держать кулачки, пожелаем ему удачи. А с их командой, с юношеской в ЮФЛ, которая должна играть в юношеской лиге чемпионов, пока все под вопросом. Из-за пандемии коронавируса все как бы зависло в воздухе. Все запланировано, но может все измениться в любой момент. Поэтому они решили пока сосредоточиться на футбольной национальной лиге, которая, естественно, стартовала, и уже, получается, команды соревнуются между собой. Ну да, действительно, ФНЛ у нас стартовал, и желаем Артему удачи в следующих матчах. Но остается совсем мало времени, вот, если говорить вкратце об Никите Фурине и Кирилле Королькове. Ну, Никите я желаю удачи, у него в этом году экзамены, он сдает ЕГЭ. Тоже с ним общались, он сейчас в молодежной команде, готовятся они к молодежному первенству России. Ну, естественно, он на своем также играет вместе, то есть он правый крайний, ну, слева может играть. Ну, вот он такой вингер, скажем, от бровки до бровки, выносливый, с хорошим ударом, хорошо играющий головой. Ну и буквально 30 секунд него... остается, Василий Викторович. Что касается Кирилла? Ну, Кирилл у нас сейчас в молодежной команде «Торпеда», его опять на шею все подтягивает, но никак пока в основу попасть он не может. Но мы за него болеем, надеемся и ждем, что он заиграет у нас наконец-то в команде «Торпеда» в основной. Да, согласен, конечно, с вами. Будем ждать успеха от всех ребят. Ну что ж, Василий Викторович, желаем вам удачи в воспитании следующего поколения новых вот Фуринов и Соколов. Ну а мы, друзья, с вами прощаемся на рекламную паузу. Эфир продолжит Сангак Юни и мои коллеги.